Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алдынай Ондар, я являюсь тренером по ораторскому искусству и коммуникациям. Я рада вас приветствовать на нашей рубрике «Научись говорить вместе с Алдынай Ондар». Сегодня мы поговорим о том, как научиться правильно отвечать на вопросы аудитории. Умение отвечать на вопросы является одним из важнейших навыков оратора. Ответы на вопросы могут спасти менее успешное выступление или же, наоборот, свести на нет вашу удачную презентацию. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами с 5 принципами ответов на вопросы аудитории. Итак, поехали. Первый принцип. Помните, что эксперт – это вы. Не оправдывайтесь перед вашей аудиторией. Вы выступаете, вы говорите, поэтому вы управляете вашей аудиторией. Принцип номер 2. Не забывайте про остальных. Типичная ошибка оратора, когда он обращается только к одному человеку при ответе, забывая при этом про остальных. Этого делать не стоит. Важно понимать, что вам задает вопрос не один человек, друзья, а целая аудитория, но только устами этого одного человека. Поэтому обращайтесь ко всем в аудитории, работайте с вашей мимикой, взглядом, поворачивайтесь корпусом ко всем вашим зрителям. Если же выступление в онлайн, вы можете ответить так. Сейчас я отвечу на данный вопрос, и я уверена, что эта информация будет важна всем. Подчеркивайте значимость каждого человека, который смотрит ваше выступление. Третий принцип. Задавайте правила. Помните, что вы эксперт, вы сейчас держите положение, поэтому вы можете задавать правила. Например, если у вас есть вопросы, поднимите руки, встаньте, либо же спросите после выступления. Итак, если же выступление в онлайн, точно так же вы говорите: если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите в чат. Правила должны быть конкретными, друзья. Именно тогда вы сможете контролировать вашу ситуацию. Принцип номер 4. Ответы на вопросы – это не экзамен. А люди ошибочно предполагают, что на все вопросы аудитории мы должны давать какой-то конкретный ответ. Цель вопросов, друзья, это не проверка вашей компетентности, бывает чаще всего, а именно уточнение каких-то неясных моментов. Поэтому, если вы не знаете ответа на вопрос, то так и скажите честно: извините, я не знаю. И если же вам что-то непонятно, можете переспросить. Я не совсем поняла ваш вопрос, уточните, пожалуйста. И, наконец, 5 принцип – это благодарность, друзья. В первую очередь обязательно нужно поблагодарить за вопрос, поблагодарить вашу аудиторию за обратную связь. И ни в коем случае не перебивайте никого. И напоследок мой вам совет, друзья: обязательно пропишите возможные вопросы, которые вам зададут после выступления. Например, в моем случае чаще всего задают такие вопросы: как справиться со страхом публичных выступлений? Как стать увереннее? Как избавиться от слов и звуков паразитов? И так далее. Таким образом, следуя данным принципам, вы можете обеспечить качественную обратную связь и оставить неизгладимое, безупречное впечатление на вашу аудиторию. Я желаю вам успешных коммуникаций, друзья. С вами была я, Алдынай Ондар, ваш тренер по ораторскому искусству.